335 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, заключили договоры на профессиональное переобучение и вскоре освоят новое для себя дело. Кто-то, наконец, научится готовить, другие освоят бухгалтерию или швейное ремесло. Всего в перечне 12 профессий, наиболее востребованных на рынке труда. Подробнее о программе переподготовки женщин Алексей Корчма. Экономика региона постепенно восстанавливается. В центрах занятости сотни вакансий. Было бы желание и соответствующие навыки, а работа найдется, говорят в Минтруде. Особое внимание женщинам в декрете или имеющим детей дошкольников. По крайней мере, вакансии, как я уже и говорил, вакансии швеи, кондитера, пекаря, повара, продавца, они сейчас есть, и в любой момент на эти вакансии можно устроиться. Более того, из-за того, что у нас сейчас именно экономика восстановилась к прежним апрельским объемам, в настоящее время никакого закрытия экономики не производится. По одному только Сыктывкару в настоящий момент востребовано 17 бухгалтеров. Владимир Уйба ранее анонсировал новый региональный проект, призванный помочь неработающим женщинам. Получить новую профессию или повысить свою квалификацию теперь можно бесплатно и всего за 3 месяца. Пройти профессиональное обучение за счет бюджетных средств смогут и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и неработающие мамы детей-дошкольников. Повысить свою квалификацию или получить новую специальность женщины могут в рамках нацпроекта «Демография». Для этого надо обратиться в Центр занятости по месту жительства. После собеседования в Центре занятости претенденток направляют на переобучение в техникум или колледж. По окончанию курсов им выдадут сертификаты или дипломы о новой профессии и затем окажут содействие в трудоустройстве. Мне кажется, каждая женщина, которая так или иначе заинтересована в повышении своей квалификации, которую она, может быть, утратила в период, пока находилась по уходу за ребенком, восстановить свою квалификацию, повысить ее, и быть более интересной еще своему работодателю после выхода из декрета на работу. Стоимость курса обучения в этом и следующем году составит порядка 46 тысяч рублей. Деньги выделяют федеральные и республиканские бюджеты. Дополнительно оплачивать ничего не нужно. Мы изначально планировали около 220 женщин направить на это переобучение. В настоящее время мы этот показатель уже в 1,5 раза перевыполнили. 335 женщин у нас на это обучение уже заключили договоры. И профессии, которые они получают, самые различные. При этом надо сказать, что не только эта программа в этом году действует. В этом году можно обучаться по так называемым цифровым сертификатам, то есть онлайн на те профессии, которые связаны с цифровой трансформацией. И можно обучаться тем женщинам, которые попали под действие нынешней коронавирусной пандемии. Кроме того, женщинам, находящимся в декретном отпуске или имеющим детей дошкольников, в период профпереподготовки заплатят стипендию. Минимальный размер оплаты труда плюс районный коэффициент. По Сыктывкару вполне приличная сумма – 14 556 рублей. Алексей Корчма, Олег Костромин, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.